Самый страшный теракт в истории России. Утром 1 сентября 2004 года в Бесланскую школу номер 1 в разгар праздничной линейки ворвались боевики. Более 1100 человек оказались в заложниках в школьном спортзале и оставались там более 2 суток. В результате теракта и последующего силового штурма погибли 334 человека. Больше половины из них – дети. На месте школы номер 1 сегодня мемориальный комплекс. Спортзал остался полуразрушенным. Сейчас там висят фотографии погибших. Те, кто хотят почтить их память, приносят с собой не только цветы и игрушки, но и бутылки с водой. Боевики не давали заложникам пить. И те, кто остался в живых, часто вспоминают невероятные силы жажды. По этому поводу были сейчас недавно в химико-механическом техникуме, провели мероприятие, вспомнили те боевые года, когда отцы воевали, у кого-то дед воевал, допустим, и заодно и про терроризм, что проходит, продолжается терроризм со стороны украинских неофашистов. Поэтому вот нападение на Курск, нападение на Белгородскую область, потому что будут дети эвакуируются, потому что невозможно даже в школы ходить, вот на дистанционное обучение объявили. Поэтому ради этого, что мы проводим свои мероприятия во всех вузах, школах, это действительно нужно помнить историю нашего государства, историю войны. Поэтому наши ветераны с удовольствием встречаются с кадетами, юноармейцами и дает свою плоды. С утра вышли на объекты другие свои, будем говорить, провели мероприятия в Новочебоксарске, в Тетеревской школе. Сегодня в Доме дружбы народов проводим мероприятия, а после этого хотим сходить на вечный огонь, положить цветы в честь окончания Великой, то есть Второй мировой войны. Да, сегодня отмечается даже во всех школах День знаний, как и вчера, сегодня продолжается. И, значит, самое главное наш вопрос – терроризм. Как с ним бороться? Вот, мы тоже провели вчера мероприятие тоже по терроризму. Сегодня проводим мероприятие, еще будем проводить. Самое главное, бич нашего общества – это терроризм. Да, это беда сегодня. Да, очень такая для народа страшная беда нависшая. штука. Террористы, они же не предупреждают, они внезапно наносят удар, где именно их не ждут. Это смерть, это горе, это ранение, это разрушение и так далее. Вот китайцы придумали летательный аппарат, БПЛА называется, похожий на птицу. Их просто от 50 метров не отличишь, летит птица или БПЛА. Вот если они появились уже у нас в мире, то обязательно они скоро появятся у террористов. Террористов очень много денег, они способны все купить и использовать в своих грязных целях. Но самое главное, нужна бдительность. Не только ученикам и всем. Но они, конечно, все движения птицы повторять не могут, но если так пройти, как обычно мы привыкли, раз птица летает, или там стая летает, никто же не присматривается. Вот на это и надеется. А если присмотреться, можно понять, что это именно БПЛА, а не птица. И надо сообщить, кому это следует, об этом все знают. Вот такие небольшие новости. Спасибо. Да, спасибо вам. На одном уровне. Очень красиво. Молодцы. А у девочки давайте. Рома, на одном уровне. Так, очень красиво вы стоите. А вот да, вот так, иначе не падает.
Листочки, пожалуйста, не выкидывайте, потом сейчас сложим после этого, да? Это как бы флешмоб. И приступаем к следующей акции «Капли жизни». У нас стоят сосуды. Сосуды – это национальности, народов, которые тут. Смысл жизни, смысл акции. Мы будем поливать с ладошек, наливать, один наливает, другой с ладошки поливает растение. Это знак того, что в 2004 году, как вы уже говорили, с 1 по 3 сентября дети сидели без воды и без еды. А вот мы за это будем поливать растения. Не расходитесь, это затянется процесс, мы будем снимать, а потом уже в конце будем запускать шары. До последнего оставайтесь. Все, можно листочки собирать, подходить туда. Вот у нас деревья есть, поливать их. Приходите. Соберите, да, любой. Один соберите. Рома, соберите листочки. Ага. Так, руководители, ветеран, то же самое, подходите. Я очень горжусь тем, что я служил в авиации. Ладошки. Давайте, растения, зайдите, да, цветы вот сюда, вот деревья. Не надо, мы растением наливаем, вот в А это отдавать потом проходите. Давайте. Студенты, то же самое, проходите сюда. Вот я их управляю. Давайте, проходите сюда. Молодцы. Кадеты все поняли сразу. Идите сюда. Подойдите вот к этому гранату. Хочешь? Тот полите с гранату. Смотрите еще, смотрите, какой бычок красивый. Идем, ребята. Дайте, пожалуйста. Товарищ. Включи видео. Можно мне тоже? Не торопитесь. Я не успел сфотографировать вас. Так. Вот, молодцы. Еще, ребята, кто остался там? Гранату можете полить? Да. Сейчас, ага. Давайте. Григорий Леонидович, сюда. В 1956 году такой Ален Даллес был, директор ЦРУ. Он сказал: мы не сможем победить этих людей, которые победили Гитлера. Мы не сможем победить их детей. Но вот за их внуков мы должны взяться и развалить их мораль. Мы должны за правнуков взяться и сделать из них наших
друзей, чтобы они знали, что мы их друзья, а не кто-то другой. Это враги наши, и они сделали все, чтобы развалить мораль наших детей. Насчет терроризма, это как раковая опухоль в нашем обществе, потому что любой терроризм это против человечества, против людей, которые хотят жить, творить, создавать. Тот, кто организует этот терроризм, это похуже, чем фашистов и еще хуже. Против воли Бога человечество идут. Им не место на земле террористам. Их надо выкорчевывать надо, как сорняк общества. То, что в Беслане случился, это же трагедия ведь. Ужасная трагедия. Такого не должно больше повториться. Давайте фото сделаем. Да, спасибо. Поближе подойдите. Да, и смотрите, все ваши. Молодцы. Молодцы, очень. Подходите все сюда поближе, по один кадр. Уважаемые ветераны, давайте сюда поближе. Поближе встаньте, вот не камень, а то в кадр не попадает. Давай, сам командуешь, да? Это все приготовились, сталкаторы, чтобы настроят и пускаем. Наблюдать потом, как они улетают у нас в честь трагически невинно погибших жертв терроризма по команде. Раз, два, три. Будем запускать. Раз. Юрий Алексеевич, из кадра выйди. Два. Попадаешь в кадр. Три. Ура! Полетели.